Вынужденная посадка пассажирского Ту-154 в республике Коми. При входе в зону ответственности Сыктывкарского диспетчерского пункта происходит отказ электрооборудования самолета. Командир экипажа Евгений Новоселов успевает доложить об этом на землю. На этом связь прерывается. В январе этого года Евгений Геннадьевич Новоселов посетил город Сыктывкар. И мне удалось с ним лично встретиться, пообщаться и задать несколько вопросов о посадке. Он мне подарил такую фотографию. Там изображен самолет в лесу, сам Евгений Геннадьевич, и вот тут его подпись. Во снах именно вот эта посадка, она мне ни разу не снилась. Но мне часто снится кабина, вот я лечу, а не знаю, куда сесть. Вот именно вот такое бывало неоднократно, да. Поэтому я уж не знаю, связано это с этим случаем или нет. Но вот именно бывало такое, что вот сон снится, я лечу за штурвалом, в кабине, а вот сесть не знаю куда. Вот такое иногда снилось. Да, разговоры. Ну, я на тот момент, у меня мама была в санатории, и как раз ей оставалось 3 дня до приезда в Москву. Мама у меня в Москве жила. Ну, вот я на тот момент ей даже не звонил, я ждал, пускай она приедет спокойно в санаторий. Я уже, честно говоря, не помню ее реакции. Ну, мама есть мама, конечно, она внутри переживала, а так она явно ничего такого беспокойства не выразила. Сказала: молодец, сынок. Да нет, следующий рейс у меня был через 2 месяца, и рейс у меня был мирный, Новосибирск, Санкт-Петербург. Да нет, я наоборот соскучился, я даже 2 месяца для меня очень большой отдых получился. Никакого страха или боязни не было. Я, честно говоря, соскучился по штурвалу, и с таким удовольствием я слетал этот рейс, даже как сейчас его помню. Коми-культура нет, но книжки мне интересны читать, да, и особенно про Ижму, вот, фотографии старинные интересно смотреть. Поэтому нет-нет, я слежу за историей Ижмы, за ее жителями.